Huawei каким-то образом вышел в лидеры. За счет чего? Как это произошло? Наши коллеги усердно работали над ситуацией, предлагали решения по тестированию на вирус с помощью искусственного интеллекта. Это было тяжко или вы в какой-то степени были к этому готовы? Обратили внимание, что это действительно проблема и что с ней нужно работать. Так, друзья, всем привет! Мы продолжаем серию видеоинтервью на Азия Плюс онлайн. И знаете, пандемия ударила по многим секторам бизнеса. Но так ли плохо обстоят дела? Сегодня у меня в гостях руководитель маркетинга и пиар в Huawei Device в Таджикистане Суруш Рахмоний. Суруш, привет! Рад тебя видеть. Добрый день, спасибо, я тоже рад тебя видеть, Баха. Да, привет еще раз. Суруш, есть новость о том, что во время пандемии вообще, то есть как мы знаем, да, очень многие потеряли бизнесмены в плане денег, в плане товара, но Huawei каким-то образом вышел в лидеры. За счет чего? Как это произошло? Это усердная работа всей компании. Huawei много лет работает над тем, чтобы не только выводить на рынок широкий спектр высокотехнологичных устройств, но и обеспечивать для клиентов удобство приобретения, сервисного обслуживания. В результате все больше потребителей отдают предпочтение нашим продуктам. В прошлом году мы оттачивали свою стратегию диверсификации и расширения своих предложений как на внутреннем китайском рынке, так и на внешних рынках. Также мы были первыми, кто смог приспособиться к ведению бизнеса в этих условиях новой реальности, предлагая наши решения в условиях пандемии. А каким образом это происходило? Что вы делали? Было много различных моментов. Одни из, например, в китайском рынке наши коллеги усердно работали над ситуацией, предлагали решения по тестированию на вирус с помощью искусственного интеллекта, например. Был такой момент работы. То есть моментально вошли, начали работать. Наряду с этим развивалась технология 5G, как мы видели, в Европе ее начали внедрять. В общем, компания не останавливалась, работала, просто какие-то свои ресурсы она еще и направила, чтобы как-то помочь, чтобы войти, не переставать работать. То есть вы адаптировались под совершенно новые условия. Это было тяжко или вы в какой-то степени были к этому готовы? Я имею в виду не конкретно пандемию, а в целом какую-то кризисную ситуацию. Кризисные ситуации не бывают во всех компаниях, но пандемия, она застала весь мир врасплох, особенно его торговую часть, бизнес-часть, которая абсолютно не был готов к этому. И нам, например, если говорить о Таджикистане, было немного легче, потому что, как вы помните, китайские коллеги уже справились со всем этим на тот момент, когда это пришло к нам. И нам было уже как-то легче, были какие-то методички работы, была уже отработана схема удаленных работ, и нам, например, здесь, конкретно в Центральной Азии, стало немного легче с этим бороться. Нам не пришлось импровизировать или что-то придумывать, так как наши коллеги уже с этим столкнулись и дали нам какие-то инструкции по работе. Вот эти инструкции, которые сработали на тот момент уже в Китае, насколько они были адекватны для нашего рынка? То есть я имею в виду, если учитывать, скажем, менталитет, китайский и центральноазиатский, то есть были ли у вас какие-то доработки в этом смысле? Доработок не было, например, эти моменты, связанные с дезинфекцией офисов, антисептиками, масками и так далее. И, например, мы их уже стали применять у себя в компании в Таджикистане, задолго до того, как вообще в Таджикистане начали об этом говорить и как-то обратили внимание, что это действительно проблема и что с ней нужно работать. Кстати, Суруш, была новость о том, что ваш груз застрял на границе.
Есть какие-то сдвиги сейчас в этом плане, может быть, вы уже пропустили, либо на каком этапе сейчас это дело? Ну, такие новости, наверное, на тот момент касались многих компаний, не только Huawei. Действительно, когда все стало, закрыли границы. Да, был какой-то момент, когда даже торговые грузы, да, скажем так, не могли, не только люди, а какие-то грузы не могли пересесть, потому что не было какого-то механизма. Ну, конечно же, все это решилось для нас так же, как и для остального мира, то есть торговля продолжалась все равно. Торговля продолжалась, то есть даже несмотря на то, что у вас товар очень сильно хорошо раскупали, как горячие пирожки, извиняюсь за такое сравнение, но все же у вас достаточно было товара для того, чтобы его реализовывать. Ну, естественно, да. Был момент, когда просели, ну, просели не мы, просели все, в том числе и грузоперевозки и так далее. Но как-то люди и остальные все адекватно это восприняли, понимали, что, ну да, действительно, это не конкретного там шопа касается, и не конкретной компании, а действительно всего мира. Ну, мы также наряду со всеми, в общем, продолжили работу, как только этот вопрос решился и торговые пути открылись вновь. Отлично. Саруш, компания Huawei, насколько важен для нее таджикский рынок и какое значение он имеет для компании? Угу. Ну, здесь, наверное, сложно говорить конкретно о таджикском рынке, да, потому что он сам по себе, по сравнению с глобальными рынками, да, в которых компания присутствует, он является малым. Но для Huawei крайне важен рынок Центральной Азии в целом. То есть, ну, конечно же, включая Таджикистан. Мы рассчитываем, что этот рынок будет расти, позволяя нам расширять предложение инновационных устройств. Отлично. То есть это не только телефоны или планшеты, это в целом продукция Huawei? Да, там большой ассортимент продукции, который будет развиваться поэтапно. Ну, тут еще есть вопрос покупательской способности, но тем не менее, если мы здесь присутствуем, значит мы здесь присутствуем. Ну, кстати, вы здесь хорошо присутствуете, и могу сказать с большой уверенностью, что многие автолюбители не говорят вам спасибо. Я понимаю, что это не твоя тема, но тем не менее, на камеры, которые вы поставили, спасибо вам огромное за это. Саруш, вот смотри, за долгие годы вообще существования китайской продукции у людей постсоветского пространства, вот и даже вот современной молодежи, сложился четкий стереотип, что если товар китайский, значит он не самого лучшего качества. Вы, компания Huawei, я имею в виду, в пух и прах сейчас разнесли этот миф полностью. Каким образом вам это удалось? Ну, Huawei остается верна в своей приверженности инновациям и созданию ценностей для глобальных потребителей. Да? Так, например, бизнес-консалтинговая фирма Boston Consulting Group, это BCG, недавно представила свой ежегодный отчет о самых инновационных компаниях, в котором Huawei названа шестой самой инновационной компанией в мире. Среди топ-50 компаний, включенных в этот список, Huawei является самой высокорейтинговой китайской компанией на данный момент. Ну, мне кажется, все-таки обычный покупатель, обычный потребитель, скажем, того же самого телефона, он вряд ли читает подобного рода отчеты, то есть он все делает это методом проб и ошибок, да, то есть он покупает китайский телефон и говорит через какое-то время, блин, ребята, это круто. То есть я имею в виду вот на таком вот, не на глобальном рынке, а вот именно вот как работа с потенциальным клиентом проводилась какая-то, или же все-таки это было путем... Ну, ни для кого не секрет, что когда бизнес вот в таких масштабах, да, прежде чем произвести какой-то продукт, он проходит большой очень цикл различных согласований, да, исследований, то есть ориентированность на конкретный сегмент рынка, на конкретного пользователя. Это создается аватар потребителя, да, потенциально. Ну, то есть это действительно долгий процесс, который принимается именно на глобальном уровне. То есть нет у нас такого, что вот этот продукт, он для Таджикистана, или этот продукт, он вот... Делается общее исследование, создаются продукты именно для определенных клиентов, исходя из их потребностей в инновационных технологиях, исходя из их запросов, исходя из их платежеспособности, ну и многих других факторов, которые присутствуют в брифе, да, вот продакт-менеджеров компаний, которые занимаются
Что выгоднее всего отличает вашу компанию от компаний-конкурентов? Ну, мы стараемся предлагать нашим клиентам новейшие технологии и уделяем особое внимание инновациям, инвестируя именно в научно-исследовательскую деятельность. То есть, может, вы не знаете, но и существует аналог такой же, как Силиконовой долины, но да, это целый институт, куда выделяются большие бюджеты именно на исследования. Именно благодаря приверженности этим принципам мы вошли вот в топ-50 компаний рейтинга Fortune Global 500. Это также заняли 45 место в рейтинге самых ценных брендов мира по версии Brand Z. Есть рейтинг такой. Там мы на данный момент занимаем 45 место. Вот, наверное, это и отличает, что и признание есть, и как бы продукт заходит. И все это заслуженно причем, да? Да. Суруш, у вас есть достаточно логичный такой конкурент, который в частности представлен и у нас в нашей стране. Так вот, он выпускает огромное количество смарт-техники. Планируется или, может быть, у вас есть в компании Huawei расширить вот линейку предоставляемых продуктов, таких, я не знаю, как, может быть, какие-то часы умные, умный пылесос, может быть. Вот в этом смысле будет ли расширение? Ну, Huawei последовательно расширяет линейку инновационных продуктов, да, от смартфонов, планшетов, ноутбуков, носимых устройств и аксессуаров до IT-оборудования и решений для оптимизации рабочих процессов. Ассортимент на самом деле достаточно широкий не только для потребителя, да, но и для различных бизнесов, для госструктур. Во время онлайн-презентации в начале года был запущен целый ряд новых продуктов, включая 5G, складной смартфон Huawei Mate XS, планшет Huawei MatePad Pro, который работает с 5G, запущен App Gallery, да, это собственный магазин приложений. На этом мероприятии Huawei также официально представила свою стратегию бесшовного использования искусственного интеллекта во всех сферах и подтвердила свое стремление развивать возможности бытовой электроники, начиная с 5G и заканчивая искусственным интеллектом. Планы большие, конечно же, ассортименты будут расширяться, но прежде всего они будут расширяться, исходя из, опять же, потребностей этих ассортиментов, касаемо конкретных рынков. Например, в Китае в самом представлен весь ассортимент продукции, среди которых есть очень много интересных гаджетов и очень много интересных решений. И главное, что они могут также связываться. Ну и сейчас, так как идет 5G, пятое поколение связи, да, то есть вся концентрация уже будет идти вокруг этого, потому что это широкополосная связь, она дает больше возможностей для обмена данных и связывать различные устройства на очень больших дистанциях и за максимально короткий срок. Вот то, что ты сейчас озвучил, вот эти вот планы, которые были представлены в начале года, которые должны идти для потенциального потребителя, то есть для обычного человека, не для госструктур, не для компаний, дойдут ли они до нас, до нашей страны когда-нибудь? Конечно, дойдут. Это, опять же, вопрос покупательской способности. То есть, насколько есть покупательская способность, насколько будет расти наш рынок, насколько он будет заполняться ассортиментом. Мы не можем, например, завести в Таджикистан тот же Mate X S, да, допустим, который там стоит 2500 евро, потому что здесь, во-первых, 5G не очень развито пока, да, я вот знаю, что два оператора поставили по одной базовой станции, которая там охватывает какую-то небольшую территорию. Бессмысленно, наверное, завозить сюда 5G смартфоны, да, продвинутые, которые бы могли, и в которых заложен потенциал, который еще не могут использоваться у нас. Поэтому постепенно, конечно же, в соответствии с ростом рынка, в соответствии с ростом потребностей наших потребителей, мы будем заполнять ассортиментом, в том числе и Таджикистан. Ну что ж, надеюсь, что это произойдет достаточно скоро. Кстати, по поводу продукции хотел спросить, насколько быстро на нашем рынке появляются какие-то новинки, которые выходят на основном заводе в Китае, может быть? Смотрите, за последний
2 года, что я работаю здесь, и как вижу, продукция выходит вот наряду с глобальным лончем, она уже появляется и на нашем. Правда, не факт, что, например, весь ассортимент, подчеркну, это опять же зависит от покупательской способности. Но есть модели, которые сюда не завозятся, опять же по причине того, что это же расчет, это транспортировка, да, это, то есть кучу дел, а тут покупатель не способен или не готов его купить. Но что касается, например, сегмента продукции, к которому рынок Таджикистана готов, он завозится в Таджикистан прямо наряду со всем миром. То есть вот зашел глобальный лонч, да, он, допустим, обычно запуск идет продукта там по интернету, все, то есть мы заранее уже завозим этот продукт, и то есть, начинается работа. Или бывает, что там по предзаказу мы также, предзаказов мы пока конкретно в Таджикистане не понимаем, но, например, взять, если узбекский, казахский рынок, да, они уже сразу после глобального запуска уже начинают принимать предзаказ. То есть пока товар едет, пока доезжает. А так стараются моментально, например, какие-то вот сейчас у нас в продаже имеются модели Y-серии, это наши модели этого года, они к нам приехали в марте месяце, через неделю после того, как они были анонсированы. Они уже были на нашем рынке. Достаточно быстро. Я, кстати, хотел спросить по поводу то, что ты сейчас сказал насчет предзаказа. То есть, условно говоря, если я сейчас захочу приобрести себе вот этот складной Mate X и приду к вам в офис, то есть я могу его купить, и через какое-то время мне его привезут. Наверное, в индивидуальном порядке мы можем помочь с этим, но в плане вот маркетинга этого продукта мы не занимаемся, потому что в нашем шорт-листе, скажем, по Таджикистану этого продукта нет. То есть проще заказать откуда-нибудь? Да, можно заказать, да, конечно, тоже в Москве и в Казахстане, например. Кстати, по поводу Хотя магазинов. нет, в Казахстане тоже нет. Этот продукт не рассчитан на Центральную Азию. Продукт рассчитан на Европу. Ясно. Кстати, по поводу брендовых магазинов хотел узнать, сколько их представлено в нашей стране? У нас в городе, например, в Душанбе, есть 2 конкретных бренд-шопа, да, это вот на Дом печати и в ЦУМе, сейчас он центральный универмаг, да, он называется. Также есть у нас торговые точки в Бохтаре, в Кулябе, в Худжанде, естественно, и даже в Хароге. Но это уже вопрос как бы ритейла, да, это у нас есть дилеры, у нас есть официальные дилеры, которые сертифицированы, и как бы расширение точек как раз таки зависит по некоторым, именно в количественном факторе это зависит от них. Но именно брендовые точки есть, конечно, есть даже сервис-центры. Вот, кстати, по поводу сервис-центров хотел еще уточнить. То есть это полностью сервис-центр компании Huawei, куда могут обратиться владельцы техники Huawei? Совершенно верно. Да, это сертифицированный сервис-центр, который обслуживает, который также исполняет гарантию, если в случае гарантии, и предоставляет всяческий сервис ремонта, замены каких-то комплектующих, если поломка или что-то. Да, полностью предоставляем сервис, потому что мы не можем продавать здесь свою продукцию, не оказывая сервис. То есть, в частности, вы даете гарантию, и по гарантии, если вдруг что-то случается, вы можете... Естественно, конечно. Отлично. И еще один вопрос. Какие планы у компании Huawei на таджикском рынке, может быть, в ближайшем будущем, либо, может быть, на десятилетия вперед? Планы, как и у любого другого бизнеса, это развитие, да, вместе с тем, что мы развиваемся сами, мы развиваем и рынок Таджикистана. Первично эти планы, но на данный момент у нас такие вот условия, скажем так, экстремальной работы, да, мы сейчас находимся, работаем удаленно,
даже несмотря на то, что мы работаем удаленно, мы ежечасно работаем, постоянно планируем развивать как-то свою продукцию, знакомить ее с нашим рынком, представлять ее где-то. Ну, одним словом, планы это развитие. Развитие как бренда, так и рынка, в котором мы работаем. Потому что одно без другого здесь невозможно. Все очень тесно переплетено и все взаимосвязано. Что ж, Суруш, спасибо тебе огромное. Было очень интересно узнать про работу вашей компании. Мы вам желаем успехов, расширения и всех тех задуманных планов, чтобы они сбылись. Спасибо огромное. Спасибо большое. Друзья, я напоминаю, что со мной на связи сегодня был руководитель маркетинга и пиар в Huawei Device Таджикистан Суруш Рахмани. Увидимся. Пока.